Приветствую вас, уважаемые зрители. Я Влад Давыдов и корреспонденты Якутии-24. Сейчас подведем итоги дня. Смотрите сегодня. Дикие тропы по лени. На реке нетерпеливые водители ездят по опасной закрытой переправе. Выписывают штрафы, идут рейды. Айфон за полцены. В Якутии раскручивают новую пирамиду. Чем и как заманивают людей. Премьера в Москве. Музыкальную комедию «Дейтайбит» по произведению Николая Неустроева показали в столице страны, как встретили спектакль. «Потрогай руками». Таким названием в Музее истории освоения Южной Якутии стартовал интерактив для школьников. Как там проводят экскурсии. Кино, театры, концерты. Куда сходить и что посмотреть. Обзор афиши в конце выпуска. Дальневосточный экспресс вышел на кольцевую линию московского метро. Планируется, что брендированные вагоны будут курсировать полгода. Внутри каждого вагона разместят QR-коды, при переходе по которым можно получить дополнительную информацию о каждом дальневосточном регионе и присоединиться к сообществам Дней Дальнего Востока в соцсетях. Кроме этого, пассажиры «Экспресс» могут участвовать в квесте, в котором победители получат путевки в регионы Дальнего Востока. Квест продлится до 30 ноября. Ранее мы передавали, что Дни Дальнего Востока в Москве пройдут со 2 по 8 декабря на Новом Арбате и с 12 по 14 декабря в экспоцентре. Продажи алмазно-бриллиантовой продукции компании «Алроса» в прошедшем октябре превысили 264 миллионов долларов. Об этом сегодня сообщила компания. Всего за 10 месяцев этого года «Алроса» продала продукцию почти на 2,7 миллиарда долларов. Но это на 31% меньше, чем за такой же период прошлого года. Напомним, в январе-октябре 2018 года продажи составили 3,9 миллиарда долларов. В Якутии в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на региональных артериях ввели 73 километра на 14 объектах. Реализация планов национального проекта на текущий год подходит к концу. На региональных объектах контроля отставаний нет. На 87% завершены строительно-монтажные работы. В ноябре Якутия введет еще 39 километров. Это 30 километров на автодороге Анабар и 9 километров на Абалах. Последний объект на региональных дорогах будет сдан в декабре. Это 10 километров на автодороге Яна. Еще 4 объекта, переходящие срок ввода в следующий год. Ледовые переправы через Лену откроются не раньше 20 ноября, но некоторые нетерпеливые автомобилисты уже пытаются проложить тропы на переправе Хатасы-Павловск. Периодически там дежурят инспекторы ГИМС, которые предупреждают водителей об опасности, однако эти предостережения действуют далеко не на всех. Репортаж Александра Хавренко. Ежегодно сотрудники ГИМС сталкиваются с одной и той же проблемой. Как только ударят крепкие морозы и на реке встанет лед, самые отчаянные автолюбители начинают прокладывать дикие тропы на ледовой переправе. В сегодняшний момент по городу Якутску планирование открытия ледовой переправы по маршруту Хатасы-Павловск, так же как и Тома, оно стоит на 20-25 число. Более точный график будет уже уточнен, смотря по ледовой обстановке, по толщине льда, по подготовительным работам. Сейчас, да, люди стараются как можно быстрее первыми проехать, первыми пройти по реке, несмотря на опасность, которая существует. Это выход на леди, это провалы, возможные места, где лед еще не окреп. В прошлом году во время ледостава на переправе под лед провалились 2 автомобиля. И это несмотря на то, что сотрудники ГИМС постоянно проводят разъяснительную работу и предостерегают от выездов на неокрепший лед. Единственное возможное наказание для нарушителей – это штрафы. Работает административная комиссия по этому направлению совместно с ГИБДД. Людям будет предложен административный штраф, если это автомобилист, то по статье 9.10 КА по Республике Саха-Якутия, которая идет там на физических лиц от 3000 до 5000, на юридических лиц выше. Но есть тенденция снижения по сравнению с прошлым годом, потому что люди все равно начинают понимать, насколько это серьезно, насколько это опасно для их здоровья. Пока людей на диких тропах немного, немногочисленные рыбаки да пара отчаянных пешеходов. Но каждые полчаса к переправе подъезжают автомобили, разведать ситуацию и посмотреть, проложил ли кто-то уже первую народную тропу.
Между тем, следует сказать, что в эти выходные на ледовых переправах Канкалас-и-Сотинцы и Хатас-и-Павловск сотрудники ГИМС будут работать в усиленном режиме. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутск. Жителям аварийных домов могут начать предоставлять льготы по ипотечным кредитам. О такой инициативе Минстроя России рассказала замглавы ведомства Татьяна Костарева. В Минстрое разрабатывают подпрограммы по капремонту ветхого жилья, степень износа которого более 70%. Это будет делаться за счет граждан. При этом регионы смогут устанавливать в своих нормативных актах дополнительные гарантии для собственников жилья, у которых нет иного помещения для проживания. Это может быть компенсация ставки по ипотечному кредиту и иные субсидии, пояснили в Минстрое. В едином реестре проблемных объектов есть 18 объектов по Якутии. По ним были заключены 1234 договора долевого строительства. В 2019 году будут введены в эксплуатацию 2 4-квартирных дома в селе Чурапча, 1 89-квартирный дом, 1 18-квартирный дом в селе Вердигостях, а также 1 многоквартирный дом застройщика товары Саха-Якутместпром. Отмечается, что Фондом защиты прав дольщиков выделено 660 миллионов рублей. Кроме того, для компенсации средств обманутым дольщикам, включенным в реестр требований кредиторов по 3 домам компании «Семир» и одному объекту «Монолит-строй» из республиканского бюджета будет направлено 57 миллионов рублей. Это связано с тем, что готовность домов оценивается менее чем на 10%. Рынок города Мирного расширится. Осенью текущего года начались строительные работы по возведению нового модульного комплекса. Ввести эти павильоны в эксплуатацию планируют в будущем году. Подробнее наш корреспондент в Мирном Марфирина Алексеев. Перед основным рынком города всегда располагался палаточный базар. В него вмещалось около 100 палаток с различным товаром. Сооружены они были из чего попало. Картон, пакет, ДВП, в общем хлам. Вначале, конечно, построили хороший рынок. Палатки тоже пока новые они вроде держались. Потом со временем они сами уже самострои такие, сами как по себе строили. И все превратилось за 10 лет. Там 11. Превратился, Шанхай настоящий. И мы кое-как здесь вычистили, здесь вывозили, там месяц, наверное, вывозили отсюда весь мусор. На данный момент заложен фундамент, остальные работы продолжатся весной. Площадь будущего комплекса будет больше предыдущей, вместит в себя более 20 павильонов площадью в 22 квадратных метра. Хорошая новость для предпринимателей – арендная плата за квадратный метр останется прежней. Мы стояли на улице, уличные палатки были, развешивали, целый день стояли на холоде. И у нас даже камеры были холодные. Утром развешивали, вечером заносили. Стояли в валенках, в тулупах. Когда на рынке торговали, там и не померят люди. В последние годы рынок приобрел популярность среди горожан. Раньше все товары располагались хаотично, а узкие проходы доставляли неудобства. Если раньше было торговое место 4 квадратных метра, то теперь одно торговое место – это где-то порядка 14-16 квадратных метров. Много света. Кстати, мы провели замену осветительных приборов. Расширяется ассортимент. Товар на любой вкус, я считаю, на любой кошелек. Большим спросом среди мирнинцев пользуются товары местного производства. Ежегодно 3 раза в год на рынке организуют масштабные ярмарки. Производители со всей Якутии привозят на продажу свежую продукцию. В начале декабря пройдет очередная ярмарка. Привозится очень много молочной продукции, рыбы, мяса, именно местного, жеребятина, конина. И люди приходят именно за этими продуктами. В межсезонье у нас тоже есть. У нас с весны начинает работать зеленый ряд, где у нас свою продукцию продают, излишки своей продукции наши местные огородники. Рынок расширяется, растет и спрос у населения. Предприниматели уже выстроились в очередь за павильонами в только строящийся комплекс. Запуск новой современной торговой площади планируется осенью следующего года. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. В Ленске появился подрядчик по отлову собак. Некоммерческая организация «Уши, лапы и хвосты». Как теперь будут вести работу с бездомными животными в Ленске, передает Анна Кожевникова. И летом, и зимой неизменная картина для Ленска – стаи бездомных собак, обитающих на улицах города. Жители не раз обращались с жалобами в надзорные органы, подрядчикам и к нам в редакцию телевидения.
Животные не просто атакуют мусорные баки во дворах многоэтажек, но зачастую не дают прохода ленчанам, особенно маленьким детям. Внучка пошла в школу в 3 классе. А они же прям вот кидаются на пакеты, голодные на пакеты кидаются. Они как кинулись на пакет, представляете, ребенка вот так все трясло. Сегодня собак не отстреливают, как раньше, а отлавливают. Кастрируют, стерилизуют и снова отпускают на улицу. На этот счет у жителей свое мнение, и оно разнится. Собака, она есть собака. Она не плодится, но она собака. Понимаете? Она все равно голодная, все равно кидается. Жалко, ребята, но мы идем на ходу, убиваем. 1000 километров летят утки, гуси. Мы убиваем, они нам никакого вреда не делают. Мы идем в лес, убиваем. Оленя, там Сахатова, он нам тоже никакого вреда не делает. А вот собака, значит, мы вот такие вот. Так что нам дороже-то? И все равно надо хотя бы иметь приют. Потому что они от голода, от холода, они начинают звереть и кидаются. Потому что даже у нас в общежитии заходили собаки, поразрывали наших кошек. Поэтому либо же их отстреливать все равно жалко. Вот. А приют нужно иметь. Много лет и жители, и власти города, и общественники добиваются строительства питомника. И, наконец-то, на будущий год предусмотрены деньги на эти цели. Здесь находится небольшой временный пункт передержки собак. На будущий год некоммерческое объединение при поддержке органов власти планирует расширять территорию, благоустраивать вольер и увеличивать количество клеток для животных. Администрация города уже создала проект. Сейчас идет работа по определению подрядчика. Питомник будет построен в соответствии со всеми необходимыми требованиями. В котором будет комнаты для проведения операций, комната для осмотра животных, комната для приготовления пищи. Закупленный стоит у нас сегодня в городе Ленске холодильник для хранения, значит, животных до момента, когда их начнут утилизировать в летнее время. Да? А на отлов собак вышла некоммерческая организация «Уши, лапы и хвосты». Им был передан автомобиль для ловли животных, специальное оборудование для отлова и временный пункт передержки. Потребнадзор и ветеринарная станция делает заключение о том, что либо животное агрессивное, либо оно больное и не подлежит уже лечению, и его необходимо утилизировать. Обращаться по поводу отлова безнадзорных животных можно по телефону 8 914 117 20 87. Но если жители не дозвонились, они всегда могут предоставить в отдел ЖКХ городской администрации жалобу и фото или видеоматериал. Можно в заочной форме. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Вернемся через короткую паузу. Оставайтесь с нами, смотрите далее в программе «Итоги дня». iPhone за полцены. В Якутии раскручивают новую пирамиду, чем и как заманивают туда людей. Премьеру в Москве музыкальную комедию «Детейбит» по произведению Николая Неустроева показали в столице страны, как встретили спектакль в Москве. «Потрогай руками». Под таким названием в Музее истории освоения Южной Якутии в Нерингове стартовал интерактив для школьников, как проводят экскурсии. Кино, театры, концерты. Куда сходить и что посмотреть? Обзор афиши в конце выпуска. Якутия-24, программа «Итоги дня». Продолжаем. В Якутии набирает обороты некая схема. Купи новейшую модель iPhone и другую яблочную продукцию за полцены. Принцип работы компании таков: клиент заключает договор на покупку нужного ему смартфона и платит половину его рыночной стоимости. Затем ему нужно убедить 3-4 друзей подписать с компанией аналогичные договоры и получить свой гаджет. Компанию, явно похожую на пирамиду, рекламируют блогеры в Инстаграме. Схема iPhone за полцены гуляет по России уже давно. Они предлагали смартфон последней модели за полцены. Когда компания закрылась, десятки людей потеряли свои деньги. В полицию Краснодара тогда обратились около 200 человек, передает «Комсомольская правда». Якутский медколледж готовится к проведению отборочных соревнований чемпионата WorldSkills Russia. В учреждении развернули площадку по 5 компетенциям чемпионата. Как идет подготовка? Сюжет с Аргланой Федоровой.
На часах неумолимо истекают последние 40 секунд. Девушки делают последние штрихи СПА-процедур. Все как на настоящих соревнованиях, говорят участницы компетенции эстетика. Лилию Атласову можно назвать отличным знатоком своего дела. У нее 2-е место на предыдущем чемпионате. Во время массажа мы должны держать эргономику тела и, конечно, правильно делать массажные движения. Тренировки наши начались с сентября месяца. Каждый день мы тренируемся. В соседнем кабинете еще упорней тренируется Владислав Соловьев. Его задача – разработать зубной протез. Вот я делаю моделировку центрального лица и моделировку нижнего маляра. Это отдельный этап WorldSkills, а еще этап есть съемное протезирование со вставками зубов искусственных и кламера удерживающие. А на новой площадке фармацевтика студенты изготавливают сложную лекарственную форму. Какой рецепт попадется на соревнованиях, неизвестно. Поэтому участники перебирают 1000 форм. Здесь участники проводят гематологические исследования общего анализа крови. Они работают на современных оборудованиях, и все, что видит лаборант через микроскоп, мы можем одновременно наблюдать на мониторе. В этом году колледж закупил новые оборудования, которые отвечают всем стандартам WorldSkills. В этом активную помощь оказывают социальные партнеры. Медколледж включился в данное движение в 2014 году и с каждым разом улучшает стандарты подготовки кадров. Сегодня WorldSkills не только соревнования, но и целая система обучения. В этом году 40 преподавателей у нас обучились на эксперта с правом проведения регионального этапа чемпионата. Навыки оказания неотложной медицинской помощи оттачивают на площадке «Лечебное дело». Это новое направление чемпионата. Региональный этап стартует 25 ноября. Его участники продемонстрируют свое мастерство в 120 компетенциях. Саргалана Федорова, Павел Пахомов, Якутск. В Музее истории освоения Южной Якутии стартовал интерактив для школьников «Потрогай руками». Как говорят, там не предлагают скучных экскурсий и осмотра пыльных экспонатов. В интерактивном музее посетителей вовлекают в процесс и взаимодействуют с выставленными предметами. Сюжет коллег из Нерюнгри. Ну-ка, есть в вашем портфеле счеты? Нет. В вашем рюкзачке нету. А вот в таком портфеле школьника советского времени счеты есть. Написать пером, взвесить картофель на советских весах, послушать музыку на старом проигрывателе, напечатать текст на раритетной печатной машинке и даже испечь вафельные трубочки. Все это можно сделать сегодня в городском музее. Что за дивная бумажка? Этот листик, как называется? Промокашка. Мои зайки, даже промокашка вам не знакома, да? Вот этот листик, ребятки, называется промокашка. Обязательно в каждой тетрадочке был такой листочек, и он, когда им промокали, следы от чернил оставались вот. Дети с удовольствием все трогают, самостоятельно проводят опыты и эксперименты. Так маленькие гости без труда запоминают информацию, начинают понимать сложное. Артем Мещан родился в 2008 году и про советские годы знает по рассказам родителей. Сегодня мальчик прикоснулся к истории в прямом смысле этого слова. Можно было пописать пером, которым писали лет 30 назад. Это было действительно классно, мне понравилось. Или на печатной машинке тоже прикольно. Экскурсия для школьников рассчитана на тех, кто никогда не жил в советскую эпоху. Ребята узнают, чем занимались раньше дети, не имея компьютеров и мобильных телефонов, кем хотели быть, о каких игрушках мечтали и в какие игры играли. Предметы быта и игрушки советских времен обычно вызывают у современных школьников иронию и недоумение. Но после полной экскурсии редко кто остается равнодушным. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Год театра в России не сбавляет обороты. В Москве увидели первую якутскую музыкальную комедию «Тей-Тайбит» по одноименному произведению Николая Неустроева. Премьера в Якутске состоялась 2 года назад. И вот теперь труппа Республиканского театра оперы и балета презентовала постановку в столице страны. Как встретили спектакль, что удивило москвичей и иностранцев, и с какими трудностями столкнулись сами актеры при подготовке. Все подробности в материале нашего корреспондента в Москве Максима Кардозу.
Арии на якутском языке, элементы тойока и невероятный колорит. В Москве снова необычная премьера. Якутский театр оперы и балета привез на фестиваль «Слышать музыку» комедию под названием «Поспешивший». И новинку от нашего театра в столице ждали с нетерпением. В Москве уже ходят легенды о шикарных голосах, которые работают в Якутске, живут. Ну, просто богат край, видимо, вокальными силами. Поэтому тот князь Игорь, который показывал 2 года назад театр на новой сцене Большого театра, до сих пор легенды слагаются, как это было здорово. Музыка вашего народа, которую я сейчас слышала, прекрасна. Она великолепна. А вас, я считаю, алмазами на своей якутской красивой земле. Сегодня московская публика знакомится не только с якутской оперой, но и с бытом народа Саха. Здесь, на сцене, воссоздан балаган начала 20 века. Здесь можно увидеть и традиционный камелек, и чороны, и вот нашу якутскую мебель. Не только музыка Владимира Ксенофонтова, но и точные детали сценографии захватили зрителя с первых же минут просмотра. Как только вот открылся занавес, вот этот вот быт дореволюционный, он очень хорошо передан. Ну вот я не знаю, кто художник-постановщик, но я вижу, что очень отлично, хорошо сработали. В основе спектакля якутская комедия Николая Нестерова про пройдоху Ивана, который узнает от знакомого о смерти жены и тут же идет свататься к другой женщине. Исполнитель главной роли Александр Донской готовился к воплощению своего героя 1,5 года. Говорит, в характер попал сразу, а вот над соединением оперного пения и якутской разговорной речи пришлось потрудиться. Якутский язык, он сам по себе горловой. Вот именно ее воспроизвести в оперном ключе было трудновато, но я нашел такую технику, ну, как сказать, дагорянь-ыры. И чуть-чуть оттуда взял, чуть-чуть отсюда, и нашел золотую середину, как сказать. И некоторые слушатели иногда удивляются, почему так человек оперный должен петь. Но у многих зрителей претензий к пению нет. Правда, возникают трудности перевода, даже если якутский – это родной язык. Костюмы, декорации, все прекрасно, но там все на якутском языке, потому что так как пьеса старая, 1925 года, потому что это в оригинальной они версии все это постановку делают. И поэтому некоторые якутские слова немножко устарели, которые сейчас в нашем мире его не используют уже. Но безупречное знание якутского языка совсем не обязательно, чтобы получить от этого спектакля удовольствие. Элеонор Сен-Лис-Ля-Фей – француженка, и трудности при просмотре совершенно ее не смутили. Я не специалист, но очень люблю оперу. И это первый раз я вижу такой спектакль. Мне очень нравится энергия, и смешно. Я, конечно, не понимаю сразу, я читаю, но все равно не нужно, потому что атмосфера есть и все. И вот. Не обязательно все читать, а все обязательно понимать спектакль. Надо чувствовать, наверное? Да. Эксперты отмечают, на якутской оперной сцене появился новый жанр – национальной музыкальной комедии. И можно смело говорить, что он уже нашел своего благодарного зрителя. Максим Кардозу, Виктор Ольцев, Москва. Завтра в Москве якутский боец смешанных стилей Григорий Попов проведет второй бой в UFC против британца Дэйви Гранта. Поединок начнется в полночь по якутскому времени на турнире UFC Fight Night. Посмотреть прямую трансляцию можно будет на телеканале UFC TV. Воспитанники якутской детской футбольной команды «Пульс» играют за ведущие клубы юношеской футбольной лиги России. К примеру, Артем Соколов входит в состав столичной команды Чертанова. В последней игре первого круга команда одержала победу над «Локомотивом» и ушла на зимний перерыв в статусе лидера турнирной таблицы. Сюжет Юрия Осипова. К матчу 13-го тура юношеской лиги команда Чертанова подошла в качестве лидера, набрав 32 очка, опережая ближайшего преследователя на 7 пунктов. Несмотря на солидный отрыв, перед командой стояла задача одержать победу, с которой они справились и закончили матч со счетом 4-2. Очень тяжелая игра, соперник был настроен, так как после поражения 3-0 определенная мотивация у них была выиграть наш, но стерпели, немножко пришлось потерпеть, в итоге счет на табло. Внушительный вклад в победу своей команды внес якутский футболист Артем Соколов, который за один только первый тайм отличился 2 голевыми передачами.
Ну, рады, что победили, готовились к игре, разбирали игру с Локомотивом, с тренерами. Все получилось, вот и выиграли. Ну, это, конечно, хорошо, что с таким отрывом уходим с первого места. И, ну, победить, конечно, задача у нас. Выйти в Лигу чемпионов. Это не первый матч, в котором Артем напрямую влияет на исход встречи. Так, в матче отборочного турнира к юношескому чемпионату Европы он забил 2 мяча в ворота сборной Швейцарии. Благодаря его дублю юношеская сборная России вышла в элитный раунд турнира. Впервые Артем был вызван в национальную сборную в феврале прошлого года. Тренеры сразу приметили талантливого парня. Артема я уже знаю очень продолжительное время, потому что я работал до сборной в Чертаново и как бы видел его игру постоянно. Как бы он был на виду, был один из, так скажем, игроков креативных, которые думают, играют на поле, наверное, получают удовольствие от этой игры. Ну и когда став старшим тренером сборной 2003 года, в общем-то, сомнений никаких не было, что этот игрок будет одним из, наверное, такой градообразующим в этой сборной. Сейчас команды ушли на зимний перерыв. Они продолжат бороться за победу в турнире в марте следующего года. В первом матче второго круга Чертаново встретится с футболистами из спортивной школы Олимпийского резерва «Зенит». Победитель этих соревнований представит Россию в юношеской Лиге чемпионов. Юрий Осипов, Максим Кардозу, Москва. На этом завершаю выпуск. Далее смотрите обзор афиши от Александра Хавренко. Кино, театры, концерты. Куда сходить и что посмотреть.